Бзера Шимас, телехопча. А профессионал дзыхаца размо, а музыкант шахейцарадзу Алексей Чичба их цху, а я музыка дзараюрта хатай. Аԥснытәи АССР Жәлар комитеты напхкаҩы Нестор Лакоба иқәҵара ласгьы шәҩы-шәышәаба шықәсазы иаартын амузыкатә техникум. Уи раԥхьаӡатәи ҵара иурҭан. Убри инаркны аԥсуа жәлар рпрофессионалтә музыка аҿиара хацыркхоит. Ари аҵараиурҭа иоушьҭымҭацәахеит раԥхьаӡатәи аԥсуа композиторцәа, дирижерцәа, апианинарҳәаҩцәа, аскрипкарҳәаҩцәа уҳәа жәларык аԥсуа музыкантцәа. Иахьазы Алексей Чичба ихьӡху аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭа профессионалтә зыҟаҵара змоу аҿар аунашьҭуеит. Ари амузыкатә ҵараиурҭа аҭоурых дуӡӡа змоу хәышҭаароуп. Избан акәзар уи аушьҭымҭацәа иреиуоуп иацгьы иахьагьы ҳкультура аихаҳара, аҿиара, аус азызуа аҟазацәа. Аҵараиурҭаҿ ироуа азанааҭқәа иреиуоуп афортепиано, аклассикатә, аестрадатә шәаҳәара, арахәыци аԥсыԥ рҳәагатәи жәлар рмузыкатә рҳәагақәа. Аҟәатәи амузыкатә ҵараиурҭа хықәкыс иамоуп аҿар амузыка радыԥхьалара. Аҵараиурҭа аушьҭымҭацәа реиҳараҩык рҵара иацырҵоит аҳәаанырцә. Наша роль, она в профессиональной работе наших выпускников. Я могу начать очень далеко, но если говорить о современной истории музыкального училища, начиная с Хиблы Герзмава, Алисы Гицба, Луки Гадели, это имена, которые знают все. У нас прекрасные вокалисты: Нана Черкези, Альдона Цко. У нас Армен Хачатурян, которого многие знают как эстрадного исполнителя, но он закончил здесь классический вокал и, кстати, преподает тоже классический вокал. Алхас Ферзба, прекрасный бас, который работает в оперном театре Московской консерватории, и мы надеемся, у него получится приехать сюда, здесь продолжить свою работу. Из совсем юных исполнителей это наша гордость, это наш Барас Куджба, который поехал в Москву, учится на хоровом дирижировании, по специальности хоровое дирижирование. И у нас есть надежда, что он приедет сюда и будет работать дирижером в капелле. У нас учится потрясающий мальчик Адам Хагба в военно-духовой академии. Он будет дирижером духового оркестра, военного духового оркестра. Одновременно он, я надеюсь, закончит и симфоническое дирижирование, и приедет сюда через несколько лет уже профессиональным дирижером и симфонического оркестра, и духового. Нам есть кем гордиться, и все эти люди, они составляют сегодня музыкальную элиту нашей страны. Ҳзыҿцәажәаз аҿар ражәақәа рыла ишыхәыҷыз амузыкахь агәыбылра дзыркыз рҭаацәа роуп. Урҭ реиҳараҩык амузыкатә школ иалганы аҵараиурҭахь иааз роуп. Сара исыхьӡуп Самсым Иарна, сара стәоуп авокальное отделение. Сара ари азанааҭ схала иалсымхӡеит, сара исыцхрааит сан. Сара сгәы ус иазыҟамызт абри направление, избан акәзар, сзыхәыҷу ахыс ашәа сҳәоит, аха усҟара сгәы иаҭахӡамызт арахь. Аха раԥхьа санааз даараӡа исцәыцәгьан, аха нас еиҳа-еиҳа хәыҷы-хәыҷла сашьцыла салагеит, гәыбылрагьы скит. Баба лгәы. Баԥхьаҟа бгәы иҭоуи? Саԥхьаҟа сгәы иҭоуп. Сшәаҳәахар сҭахуп аопера театрқәа рҿы сықәгылар сҭахуп. Сгәы иҭоуп сталарц консерватория, убрахь схы сырхоит. Меня зовут Размик Асланян, я обучаюсь на 3-м курсе музыкального училища. На саксофоне учусь играть. Хорошо. Путь к музыке, как начинался твой путь? Я был, кажется, во 2-м классе, и я постоянно к папе подходил: папа, я хочу петь, хочу петь. И он решил привести меня сюда, но в тот момент ситуация такая оказалась, педагога вокала не было, плюс еще, я был еще мальчик, у меня голос был, но он мог потом ломаться, и начинать заниматься вокалом было не самым удачным решением. И тут проходит моя учительница, мой педагог Великанова Марина Геннадьевна, и она такая мне дает блокфлейту
ну, это такой облегченный вариант для детей, потому что я был маленький, саксофон держать мне было не по силам, он чуть ли не больше меня был. И дает мне блокфлейту, я начал заниматься. И так пошло, я быстро прогрессировал, учился, и вскоре мне нужно было выбирать новый инструмент. И как-то мне сразу захотелось саксофон, я не могу сказать почему. Работа с инструментом проходит достаточно тяжело, особенно для начинающих, потому что когда только начинает ребенок или даже подросток играть на этом инструменте, у него еще не готов аппарат, то есть напрягаются мышцы лица, так называемый амбразур. И, конечно же, возникают проблемы с тем, что я был маленький, и мне даже, вот сейчас у меня на шее висит саксофон, а мне специально купили особое приспособление, чтобы на спину, на плечах висел он, потому что шея, она не выдерживала. И было достаточно трудно. Какое отношение к инструменту у тебя? Как сказать? Они не совсем обычные, я бы сказал. Потому что все-таки это инструмент, с ним проводится время, на нем играю, уделяю ему время колоссальное. Размика, сыграй нам что-нибудь вот на твое усмотрение. Хорошо. Араҟа астудентцәа аинструментаҿы идырхәмаруеит, ҟазара амаӡақәа ддырбоит, аҵараиурҭаҿ изхьымӡаз аҩны ирҵароуп. Ажәакала, аҿар амузыка абзиабара рылааӡараҿы арҵаҩцәа ирылшо зегь ҟарҵоит. Избанзар, амузыкахь агәыблра ӷәӷәоу зыркыша ҳәарада арҵаҩцәа роуп. Я вообще придерживаюсь мнения, что советская школа, она точно знала, когда лучше. И с 7 лет занятия регулярной музыкой, вот именно классической музыкой, это самое вот подходящее время, хотя сейчас существуют и другие методики, да, очень рано начинают. Но мне кажется, все-таки к 7 годам ребенок готов к восприятию того объема, который требуется для обучения именно классической музыки. Я должна сказать сразу, что приходят очень разные дети. Настолько разные, что в группе иногда у меня сидит ребенок, который может воспринять все, что я ему дам, все, что я смогу для него подготовить, все, что я смогу для него найти. И есть ребенок, который абсолютно закрыт для меня, и он вообще, у него такое чувство, что он попал на какую-то другую планету, на которой говорят на непонятном ему языке. Вот моя задача, и не только моя, вот всех, кто здесь работает, попытаться найти возможность каждому ребенку донести то, что он может сегодня взять. Был такой случай, когда к нам пришли 2 деревенские девочки, абсолютно закрытые для классической музыки, и вот они пишут кандидатские диссертации. То есть вот такие случаи тоже бывают, и таких немало, кстати, случаев. Вот наша задача никого не потерять. Если потенциал есть, не надо смотреть на то, какие у него стартовые условия сегодня. Надо работать с каждым из них, потому что иногда за такими скрывается очень большой потенциал. Но опять-таки музыкантами все не становятся. Ну, безусловно. Музыкантами все не становятся, но вы знаете, вообще прелесть, или вернее даже не прелесть, а достоинство академического образования, что оно дает очень широкий выбор за тем, чем им заняться. Воспитывая музыкантов, что главное для преподавателей в этом училище? Я как-то говорила, меня спрашивали об этом. Самое главное – это любовь. Любить свою профессию, любить детей. Без этого ничего не получится. В какие руки ребенок попадет? Будет ли между мастером и учеником понимание, взаимопонимание? Смогут ли они найти общий язык? Но еще раз повторяю, у нас очень хороший коллектив. В профессиональном плане я не беспокоюсь.
последовательность. Без этого никак. Если будет какой-то жесткий подход, я думаю, ученик не будет стремиться приходить, заниматься. Нужно как-то по-человечески относиться изначально, с добром. Все начинается с добра, потом уже, соответственно, общение, знакомство с музыкой. Ну вот очень часто говорят, что обычно 5% это талант, а 95% это труд. Как вы считаете, это вот ребенок должен быть одаренным, чтобы быть музыкантом, или же все-таки этому можно научиться, можно обучить? Ну, я думаю, что где-то, как вы сказали, внутри должно жить вот музыка, чувство музыки, тонкое ощущение мира, и, соответственно, все остальное — это труд, работа и так далее. Афортепиано ухшаджа аӡӷабцәа сахьа рыхәмаршьа аҟынӡа зегь угәы шьҭырхуан. Постникова Ева. Я на 4-м курсе музыкального училища, специальность фортепиано. Заканчиваю у педагога Светланы Владимировны Вороновой. Ну, изначально из школы мама меня заставила на фортепиано, я хотела на скрипку. Ага. Ну, и все. И с тех пор я на фортепиано играю. Вот расскажи, как проходит работа над собой, как тебе учеба в училище? Учеба в училище. Ну, во-первых, это очень емкий труд, это очень сложно, потому что в первую очередь ты тренируешь свою силу воли. То есть заставить себя посидеть, допустим, часа 2-3 за инструментом — это очень тяжело. Во-первых, работа еще над нервами, потому что выход на сцену — это тоже нервы. Я не иду в консерваторию, потому что немножко спорный момент. Консерватория — это огромный объем работы, который, как я считаю, в дальнейшем просто не оценивается как надо. Потому что столько занятий, ты столько усилий прикладываешь, а потом педагогом не хочу быть. Я хочу на звукорежиссера поступить. Просто хочется применить свои музыкальные знания. Не просто, что я закончила училище и пошла, допустим, на юриста. Хочется применить все-таки. Меня зовут Аргун Арина, я студентка 4-го курса Сухумского музыкального училища, фортепианного отделения, класс педагога Сарьян Светланы Григорьевны. Изначально я пошла на музыку под руководством моей бабушки, которая была моим педагогом в музыкальной школе. Ходила я, потому что мне просто нравилось, это было моим хобби. Потом также просто я поступила в музыкальное училище, и под конец 1-го курса я поняла, что я не представляю свою сферу деятельности вне музыки. А почему именно этот музыкальный инструмент? В детстве меня отправляли на разные секции, я ходила на вокал, на рисование и много всего другого. Но этот инструмент с самого детства стал мне близок, потому что он может выражать все, что у тебя на душе, без каких-либо слов. То есть все идет через руки, через звуки. После окончания училища я планирую попробовать поступить в Санкт-Петербургскую государственную консерваторию и также в Институт музыки, театра и хореографии имени Герцена. Ари аус аҿы иубо иуаҳауа зегь ссирзароуп, лҳәоит афортепиано арҵаҩы. В нашей работе, вы знаете, все главное. Наверное, быть терпеливым. Это обязательно, потому что если не будет терпения, то ничего не получится ни у педагога, ни у ученика, потому что музыка — это очень большой труд. И если не отнестись к этому серьезно,
с желанием и с терпением, то ничего не получится. Бывает вот такое в педагогической практике, когда вот ты вроде отдаешь все, вкладываешь, но обратки нет. Это бывает довольно-таки, к сожалению, часто. И в основном это бывает даже не с теми детьми, которые совершенно неспособные, а с теми детьми, которые не хотят, во-первых, и которым родители не уделяют внимания. Потому что если родитель дома не уделяет внимания, то ничего не получится. Вот на самотек пустить музыку нельзя, потому что очень мало детей, которые сами рвутся заниматься. Музыка – это труд. Ариауадаҿы классикатә шәаҳәара мҩаԥысуеит. Ашәаҳәаҩ қәыԥша аус идылулон аоператә шәаҳәаҩы Нана Черкезиаԥҳа. Аестрадатә хәшәа аԥсҭазаашьа адәаҳҳәозар, иахьатәи аамҭаз уаҟа жәаҩык аҵаҩцәа ыҟоуп. Урҭ зегь хаҭа-хаҭала аус рыдулара мҩаԥысуеит. Аестрадатә хәшаҿы иҟоу аҿар абаҩхатәра рылоуп ҳәа азгәарҭоит рырҵаҩцәа. Авокалтә аппарат, адикциа, атембр, абри зегьы хәыҷы-хәыҷла шьаҿа-шьаҿала ашьақәыргылара иаҿуп араҟа. Щоб дарбанызаалакгьы ашәаҳәара уи насыԥ-сабара инаҭароуп. Баша абаҩхатәра иламзар, ара даанаҳкылаӡом, иаразнак иаҳҳәоит, баба ари уара иутәӡам, даҽа хархарҭак аԥсҭазаараҿы илухуа, убра ԥеиԥш анцәа иуиҭааит ҳәа абра дныҳәан дҳашьҭуеит. Ус акәзар, лассы-лассы абри нас аамҭа баша имырӡырц азы ахәыҷы иаразнак иашәҳәоит. Аиеи, избанзар нас спецификаҿ усоуп ишыҟоу, ашәаҳәара аганахьала, нас амузика аганахьала уи аԥсабара уланамҵазар, арҵаҩи ҳасабла аҵаҩи узилаҵаӡом. Уи иара аԥсабарала дшьагәылан дыҟазароуп. Нас ҳәарада арҵаҩи аганахьала абри агәыблыра, репертуар аганахьала аус адулара, зегьы абра даараӡа ирацәоуп апроцессқәа иамоу. Ус аиаша азыҳәан апропаганда ҳцот, абри Џьансыхә ихаан убыс иҟан концертқәа, абас ақыҭарақәа ҳцаны, Ҷлоума, Ԥақәашьума ҳцаны аклубқәа рҿы ҳақәгылон, убра азлымҳара ҟаиҵон, убри гәеиҭон иҟоу аталантқәа ақыҭарак рҿы аҟыбаҩ злоу, убра реилкаараҿы абас аус адиулон. Иахьа хәыҷык убри иҟазар ацхыраара ибзиахон. Аҵара сынҭаз ашәаҳәара бзиа збон, схала сырхон зехьынџьара. Нас сашьа ибеит, ишызгәаԥхо ус саиҳәеит, ибҭахызар ашәаҳәара бҭаҳҵоит. Аԥхьаӡа ҳара сцена ҳанықәгыло уҽауртәыроуп, аха ҳара иаҳцәыӡгьан. Актерское мастерство ҳаман, уа хәыҷы-хәыҷла ҳалагеит ҳныҟәо, ус асцена ҳақәгыло, концертқәа ҳзымҩаԥго ҳалагеит. Уи акәын уадаҩрыз. Ус араҟа аҵара цәгьоума, иахыбҳәаауеи? Ашкола амузыкатә аҵара сымҵас, хәыҷгьы ҳаицәыӡгьоуп. Сара ашкола амузыкатә сҭаӡамызт, убри зҵыхәала ҳаицәыӡгьан. Амузыкатә ҵараиурҭа ари ҳара ҳзеиԥш ҩын ду ауп. Иаҳҭахуп ҳкультура аизҳазыхьара аиуларц, лҳәоит аҵараиурҭа аиҳабы. Иазгәаҭатәуп арҵаҩцәа зегьы изҿакны ирҳәо ак шакәу. Изыҩну изаману архитектуратә хыбра ареставрациа шаҭаху. Другое дело, что сейчас 21 век, есть современные
методы обучения. Это касается информатики, музыкальной информатики. И все это возможно лишь в том случае, если бы у нас был в здании осуществлен капитальный ремонт, реконструкция нашего здания. Нашему училищу исполнилось 90 лет, а зданию больше 100. И, конечно, мы все очень болеем душой за то, что вот в наших многих классах практически обваливаются потолки, штукатурка, полы в непригодном состоянии. Но у нас есть такая надежда, что в перспективе нас услышат и пойдут навстречу и сделают здесь необходимый ремонт. У нас прекрасная площадка впереди, перед училищем. Мы бы мечтали просто, чтобы здесь был построен небольшой камерный зал, и тогда бы музыкальное училище стало бы центром музыкальной культуры Абхазии. Здесь бы звучала музыка, сюда приезжали музыканты, и мы были бы в одной такой музыкальной истории. Знаете, у нас такая идеалистическая мечта. Мы надеемся, что как только нам сделают ремонт, нам обновят всю нашу инструментальную, весь наш инструментарий. У нашим роялям очень много лет, они практически уже пришли в негодность. Мы их один раз реставрировали, но уже прошло лет 15, они просто не выдерживают. Аҵараиурҭа иахьатәи аамҭазы иҽхәаратәы иҟоуп, избанзар Аԥсны еиԥш уи анҭыҵгьы иеицырдыруа амузыкантцәа, аоператә шәаҳәаҩцәа реиҳараҩык аушьҭымҭацәа роуп. Иара убас Аԥсны иеиҿкаауа ахортә капелла, акамертә оркестр аҿы аҵараиурҭа аушьҭымҭацәа зехьынџьара иуԥылоит. Нана лакәзар аҵараиурҭа иалганы аҳәаа анырцәҟа зҵара иацызҵаз аԥышәа бзиа зманы иааз аҟазацәа дреиуоуп. Ну, раньше, когда мы были маленькими, в наше детство, все дети должны были играть на каких-либо инструментах. Музыкальное образование это считалось как бы эталоном. Да. Любой профессиональный музыкант до конца своей жизни будет учиться. Потому что если ему будет казаться, что он уже умеет все, то мне очень жаль этого музыканта, потому что, ну, как бы так не может рассуждать профессионал. Для меня, как бы, я чувствую, что мне нужно еще расти, я буду расти до конца своей жизни в профессиональном смысле. Плюсы, ну, я, например, занимаюсь своим любимым делом. Просто я без этого жить не могу и не мыслю существования. Поэтому мне повезло, что я люблю свою профессию. Да? То есть для меня это не труд, ну, не бремя какое-то, а я получаю каждый день удовольствие от этого. Но есть свои, конечно, минусы. Пожалуй, это то, что это очень долгий процесс обучения, и вообще, в принципе, это всю жизнь учишься в этой профессии. Емилиа лҭаацәа дырҿырԥшны дхәыҷаахыс акультура агьама згхьаз дреиуоуп. Дышқәыԥшугьы иахьатәи аамҭаз аҵараиурҭаҿы аҵара лҵоит, иара убас акамертә оркестр аҟны аус луеит. Такие детские годы, но все равно я родилась в семье музыкантов, и это сыграло большую роль в выборе моей профессии. Мне было 6 лет, когда меня отдали на скрипку. И с тех пор уже на протяжении 10 лет я непрерывно этим занимаюсь, культивирую свои навыки. Совершенству нет предела, конечно же. У нас в училище замечательные педагоги. И если выполнять все, что они говорят, то можно достигнуть небывалых высот. Дискомфорт у всех субъективный, именно у скрипачей, если говорить. И он возникает даже у молодых музыкантов. Допустим, я в оркестре сижу, у меня спина может заболеть сильно, вот прям. И приходится на концерте, если это происходит, сидеть прямо, чтобы не стоило. Может заболеть, зажаться правая рука, плечо, и это может повлиять на игру пагубно. С левой рукой такого не происходит, ну, пальцы могут запотеть, там, смычок выпадет или что, но это уже критические случаи. И самое ужасное, это если струна лопнет. Я пока что не определилась со своим будущим, но пока что у меня одно направление – это скрипка. Я думаю быть оркестрантом. Аԥышәа ду змоу арҵаҩцәа рус иацызҵо дреиуоуп Гоча. Иара абархы шықәса ҵуеит амузыка аҵараиурҭаҿы аус иуеижьҭеи.
усада сазыханда яхая игоп, яхабзеиз боп, изманзар аамта бхайцот музыка ачапсахвет и харги бхахсаларобу. Исумше. Сара аша сумхаква ислышадзум изманзар дарабзеиз бота музыка. Сара усанызва савзидирует студентство и сахава да зигреха из бамбхо алускавет убри усада звулот нас и хай из бамбхо нас этапла студент аша хареев надалагот сарги быс сон и сара абрвигет сара сот сх усада звулот я адзам абранза сайт все инвет маму усисипхедаз. Анаистәи аҭыԥҳа иазгәалҭоит, аҭак ԥхықәра ду шамоу, ахәаԥшцәа рҿаԥхьа уқәгыланы ухаҵара ацәыргара. Амузыка шьаҭанкыла уԥсҭазаара аԥсахуеит, иуднаҵоит ахы аус адулара, еснагь арежим ақәныҟәара, лҳәоит лара. Ну, еще в детстве родители меня привели в музыкальную школу в Сухуми, и я выбрала этот инструмент, виолончель, он мне понравился. И дальше, после музыкальной школы, я поступила в музыкальное училище. 4 года я отучилась и получила эту профессию. И теперь работаю уже 7 лет в Государственном камерном оркестре Республики Абхазия как оркестрант-виолончелист. Эта профессия мне по душе. Очень люблю музыку, и музыкальное училище тоже всегда вдохновляла заниматься этим делом. Музыка, она во всем, каждый день она окружает нас, и это как неотъемлемая часть жизни. Везде хожу, напеваю, всегда она моя спутница, всегда со мной. Да, Бах, прелюдия, соль мажор для виолончели. Старейшее профессиональное музыкальное учебное заведение, которое это кузница наших музыкальных кадров. Это наша Абхазская консерватория. Училище – это всегда место, где я могу прийти, получить какой-то совет, как-то провести время в том смысле, то, что тут как бы музыка. И тут музыкой заниматься как-то более атмосферно, более аутентично. Сарадара бзеиз боб сангурьёге музыка создает, саннычге музыка создает. Машина ла сансоги захинджера схаджа, исмша музыка хмарует. Апша анасвек сара дачакала сахавет дара бзеиз боб Уросфилась Оза всю свою жизнь я отдал этому и посвятил. Это очень важная часть моей души, скажем. Я не представляю свою жизнь без музыки, правда. Не бывает дня, чтобы я не послушала, допустим, что-то новое, не узнала что-то из музыки. Музыка очень одухотворяет, и вот 4 года в училище, могу сказать, абсолютно 2 разных человека. Первый курс и сейчас. Рабхе зад артистов, ауа рабхе, ауар гузырхау.